По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Но этот кризис мы прошли увереннее многих западных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня выступил с докладом в Государственной Думе. Основные тезисы: спад оказался умеренным, экономику вернули на траекторию роста. Сегодня темпы нашего валового роста выше развитых стран. Уже к июню прошлого года влияние негативных факторов снизилось. Теперь нам обещают позитивную динамику. Любовь Лапина продолжит. Все вызовы мы преодолевали вместе. Михаил Мишустин в начале своего доклада благодарит за работу все ветви власти, глав регионов и всех граждан России. Именно благодаря совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года. Мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года. И выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году. Прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 триллиона рублей. По различным программам льготного кредитования компаний еще почти 4 триллиона. И это не считая поручительств ВЭП РФ примерно на 1 триллион. Также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам по программам Банка России на сумму порядка 6 триллионов рублей. В условиях санкционного давления и вызванного им инфляционного всплеска основным направлением работы правительства стала поддержка доходов людей. Сегодня почти 35 миллионов граждан получают адресные выплаты. По поручению главы государства правительство расширило программу мат-капитала и проиндексировало пенсии. Причем по фактическому уровню инфляции. Страховые пенсии неработающих пенсионеров поднимали дважды, более чем на 8% с начала января и еще на 10% с 1 июня. За счет мер поддержки рынка труда уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%. А в январе этого года он стал еще ниже – 3,6%. Сила России в ее регионах. Их развитие – еще один наш приоритет. Мы создали для их экономик новые возможности. Многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы. Ну и федеральный центр, естественно, их поддержал, понимая, насколько важно реализовать все проекты на местах, чтобы пользу от них ощутили сами жители. В течение года правительство предоставило бюджетным субъектов почти 4 триллиона рублей. В Коми для адаптации региональной экономики к новым условиям по поручению главы республики был принят целый ряд решений. Это меры поддержки бизнеса и промышленности, сельского хозяйства, транспорта, занятости населения различных категорий граждан. Сегодня они дают свой результат. Экономика региона плавно адаптируется к вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, в этом году республика продолжит эту работу. Комментируя доклад премьер-министра, Владимир Уйба делает особый акцент на федеральной поддержке. Действительно, в последние годы Республика Коми чувствует мощную федеральную поддержку. Это результат и работы регионального правительства, и того положительного отклика коллег из правительства России, который мы получаем в ответ на наши инициативы и просьбы. Благодаря совместной работе с правительством России под руководством Михаила Владимировича Мишустина сегодня мы активно строим школы, детские сады, больницы, ремонтируем дороги, переселяем людей из аварийного жилья, поддерживаем малое и среднее предпринимательство, инвестируем в развитие наших арктических территорий, благоустраиваем города и села, создаем новые культурные пространства, оказываем социальную поддержку жителям. Михаил Мишустин отмечает, по итогам прошлого года выполнение большинства нацпроектов близко к 100%. Построено почти 240 детских садов, устроено свыше 150 тысяч детей. Цифры по республике не менее говорящие. Возведены 2 новые школы в Помоздино и Обьячево и 6 детских садов. В этом году продолжается строительство еще 3 образовательных учреждений. Столько же начнут возводить до конца года. Работа идет в рамках национальных проектов образования, демография и государственной программы республики развития образования. Помогают и социальные партнеры. Более 1000 единиц нового медоборудования придет в этом году в больницы городов и районов Коми. Это тоже благодаря национальному проекту. Одно из его направлений – модернизация первичного звена здравоохранения. Программа под личным контролем главы республики. Продолжится и закупка транспорта для городских и районных больниц. Автопарк пополнит 66 новых автомобилей. 58 автомашин уже закуплено. Их поставят в республику до конца марта. Из достижений прошлого года все лекарства для льготников теперь закупает единый оператор. Новая система показала себя успешно. Отсроченных льготных рецептов меньше
в 250 раз. Я считаю, что в данном случае Гордиев узел, так его назовем, разрубил как раз наш глава Владимир Викторович, когда он принял решение, взяв на себя ответственность, чтобы наделить правом единственного поставщика лекарственных препаратов именно госаптеки. Как отмечает Михаил Мишустин в своем докладе, сегодня уровень продовольственной безопасности в России один из самых надежных в мире. В Коми, благодаря дополнительно выделенным из регионального бюджета средствам, аграрии в прошлом году в полном объеме были обеспечены семенным материалом. Введенная поддержка по возмещению первоначального лизингового взноса своевременно обеспечила их сельхозхозяйственной техникой. Как результат, заготовка кормов и сбор урожаев завершились с рекордными показателями. Площади посадок картофеля и овощей увеличены в 1,7 раза, а их сборы выросли более чем в 2. Кормов заготовлено с ростом почти на 40% на условную голову. Сегодня, когда очень много агропромышленных предприятий именно испытывает проблемы из-за поставок продукции, в первую очередь комбикорма, вот Зеленецкая именно в этот момент запустила собственный комбикормовый завод. И, соответственно, обеспечила себя, во-первых, независимостью в кормах, а это самое главное в производстве мяса и птицы, и яйца. А второе, это, повторяю, еще и задел на как минимум на 1,5 года независимости от цен на рынке по зерну. Для поддержки аграрной отрасли Коми в этом году запланировано порядка 1 300 000 000 рублей. Впрочем, по результатам проведенной оценки по ряду направлений государственной поддержки потребовались дополнительные объемы бюджетных ассигнований. Правительством Коми согласовано дополнительное финансирование на сумму более 90 миллионов. Средства пойдут на техническое и технологическое перевооружение и закупку элитных семян и минеральных удобрений. Все это, конечно, повлияет на прирост площади под картофель и его урожайность. Любовь Лапина, телеканал Юрган.